В Коми для переоснащения центров амбулаторной онкологической помощи на сумму более 260 миллионов рублей закуплено 44 единицы нового медицинского оборудования. Среди них компьютерные томографы, эндоскопическое оборудование, маммографы, УЗИ-аппараты. Современная цифровая техника позволит повысить выявляемость рака на ранней стадии. Напомним, центры онкологической помощи открыли в 2020 году в Воркуте, Ухте и Сыктывкаре. Елена Кононова продолжит. За считанные секунды этот аппарат может показать до мельчайших подробностей, где конкретно кроется патология во внутренних органах пациента, а главное – выявить опасную болезнь, в том числе опухоли, на ранних сроках. Рентгеноскопию в Сыктывкарской поликлинике получили буквально недавно. Здесь исследуют пациентов с различными показаниями. Костно-суставная система, желудочно-кишечный тракт, легкие, в принципе, все, что назначаются терапевты, хирурги, травматологи, ортопеды, все это мы можем смотреть. В кабинете маммографии тоже новый цифровой аппарат. Здесь ежегодно у 15-30 пациенток обнаруживают опухоль. При этом, по словам медиков, медленно, наверное, эта цифра растет. И самое печальное, у многих болезнь уже в запущенном состоянии. А ведь, как известно, рак молочной железы занимает первое место среди всех онкологических заболеваний у женщин. Но он хорошо поддается лечению, если выявить его на ранней стадии. Тем более, что современные технологии это позволяют. Наученные снимки, мы хранить их можем несколько лет, да? Все это на цифровых носителях. Это намного качество исследований изменилось за последние года, последние 5-7 лет. В эндоскопическом отделении тоже осваивают новые аппараты. Здесь получили современные гастроскопы, колоноскопы. Они позволяют выявить рак пищевода, желудка, кишечника. Эти заболевания тоже входят в число лидеров онкологических болезней. Оно позволяет выявить как последние стадии, так и самое начало. То есть мы можем увидеть то, что пациента может даже не беспокоить. Первичный рак, практически случайная находка, поэтому я призываю всех периодически все-таки смотреться. А еще теперь эндоскопическое оборудование обрабатывают и обеззараживают при помощи вот такой импортной техники, быстро и качественно. Все новое оборудование третья поликлиника получила в рамках национального проекта здравоохранения, чтобы обеспечить работу Центра амбулаторной онкологической помощи. Он здесь открылся 1 октября прошлого года. За это время через дневной стационар прошли 220 человек, а недавно начали приемы специалисты. Первое – это диспансерное наблюдение больных с онкологическими заболеваниями. Второе – это первичные больные, которые требуют обследования и исключения либо подтверждения диагноза. Ну и, конечно же, проведение химиотерапии. Кроме этого, естественно, есть там направления типа реабилитации, паллиативное лечение. То есть это, естественно, будет развиваться. Сразу все обнять невозможно, поэтому потихонечку все к этому будет идти. В целом на борьбу с онкологическими болезнями в Коми выделены немалые средства. Модернизация идет во многих профильных учреждениях региона. Это подчеркнул глава республики Владимир Уйба во время отчета за прошлый год в Госсовете Коми. В Коми республиканский онкологический диспансер и республиканскую детскую клиническую больницу закуплено 7 единиц медицинского оборудования на общую сумму порядка 230 миллионов рублей. Созданы 4 центра амбулаторной онкологической помощи Воркута, Ухта и 2 Сыктывкар. Для них приобретено 44 единицы нового медицинского оборудования на общую сумму свыше 260 миллионов рублей. На оказание медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями направлены средства ОМС в размере 1 миллиарда рублей. В Центре амбулаторной онкологической помощи Сыктывкарской поликлиники сегодня ждет своего часа еще один суперсовременный аппарат – компьютерный томограф. Сегодня он уже установлен в отдельном кабинете. Осталось получить на него все необходимые документы. Специалисты уверены, новое оборудование поможет выявлять онкологические заболевания на ранней стадии, а значит вовремя назначить лечение, сохранить качество и продолжительность жизни пациентов. Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал Юрган.